Здравствуйте! Это передача «История в настоящем». С вами я, Лана Ильина. И сегодня у нас состоится разговор с Андреем Высоких, председателем Якутского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников культуры. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Наша передача называется «История в настоящем». И вы, как никто другой, можете рассказать нам, что такое для вас история в настоящем. Ну, много лет назад один из мэров меня в открытую называл городским дурачком. Когда я там в одиночку стоял у аптеки, у первой аптеки Залога, говорю, ну давайте сохраним, давайте сохраним. Приехало телевидение, а поворачиваться никого нету. Ни жителей Залога, ни тех, кто говорит, давайте. То есть, вот, к сожалению, у нас вот такое отношение. И мне задают вопрос, Андрей, ну зачем тебе нужны эти старые деревянные дома? Я говорю, а вашим родителям есть 70 лет? А зачем они вам нужны? Зачем вы храните серьги вашей бабушки, ордена вашего дедушки? Зачем? Выбросьте это все. Нет, это история нашей семьи. А история города у нас есть. Я любого из мэров спрашивал, скажите, городу 350, 70, 380, сейчас 390 лет. Скажите, в городе самый старый дом? Никто не знает. Никто не знает. И вот эта история, если ты не знаешь, что ты можешь дальше передать? Мы как раз вот общество охраны памятников, мы собираем тех людей неравнодушных, которым эти памятники не просто, так сказать, вот какой-то сделал свое, там поднял эго, да, что я отреставрировал и сохранил. А это нужно передать. И сегодня у нас, к счастью, приходят школьники, студенты, которым это становится интересно. Когда мы говорим, что в принципе вот весь Дальний Восток, это все идет от города Якутска. Якутск это отец городов дальневосточных. Не просто, а у нас пошли родовые связи. Что город Николаев основан тоже якутскими казаками. Хабаров основан нашим казаком Хабаровым. Понимаете, это для школьников, для молодежи это тоже важно. Вот Родина, слово Родина, вот они, когда начинают прикасаться вот к этим артефактам старым, даже старым учебникам, вот мы недавно показали учительнице начальных классов учебник 62 года для второклассников. И она смотрела на него, чуть не плакала. Ну как все доступно, все сказано, не то, что вот сейчас. И вот таких вещей много. И я думаю, что вот сохранение истории, сохранение этих домов, это как раз подчеркивает наше отношение к жизни, к городу. За 30 лет мы в 2 раза увеличили численность города. Было 200 тысяч в начале 2000-х, сейчас уже 400, почти тысяч. И люди приезжают, и их надо тоже приучать к нашей истории. Не приучать, правильно сказать, но показывать нашу историю. И гордиться этой историей. Прививать любовь. Любовь к своему городу, ухаживать за своим подъездом, за вот этим местом, где ты паркуешь машину, не бросая курки. С этого начинаем. С этого начинается Родина, скажем так. Да. Ну вот как бы сейчас договорились с властью города, с властью республики о том, что действительно надо ускорить наши какие-то действия, чтобы к 400-летию мы были достойны вот именно сохранить историю города. К сожалению, большинство жителей, или большая часть жителей города Якутска мало знает о истории города и вообще вот как-то почему-то неинтересно. В школе это не преподают. То есть мы хорошо знаем историю Китая, Индии, Франции. Но как строился Якутск, кто его основал, и вот где у нас есть действительно интересные такие дома или объекты, мало кто знает. Вот сейчас вот конкретно ведутся очень большие серьезные работы по передаче бывшего здания. Чароит его больше всего знают, а это здание Троицкий кафедральный собор. Что это за объект? Это первое кирпичное, то есть каменное здание православное на всем Дальнем Востоке. Ему 300 лет. 300 лет. Более 150 лет назад там проводилось первое богослужение на якутском языке. И вот когда-то там лет 20, наверное, назад было передано епархия. Епархия начала его восстанавливать, но там были нарушения. И в конце концов пришли к тому, что у епархии сегодня нет денег на то, чтобы завершить полную реставрацию. И вот теперь опять здание передается, уже передано в республику, Министерство культуры. И
в общем-то, сейчас мы будем, то есть республика будет искать деньги, в том числе федеральные, для того, чтобы действительно закончить эту большую работу. То есть здание уникальное, здание красивое, и вот если мы это сделаем, то это будет очень здорово. Второй объект, который тоже знает во всем мире, и очень практически те люди, кто приезжает в Якутск, сегодня все такие знают, что такое интернет, и те объекты, которые есть реально в Якутске, это вот шахта имени Шульгина, шахта Шульгина. Очень такой неприметный объект, который находится тоже, опять же, в центре города, перекресток Ярославского, Кулаковского. И когда людям говоришь, что вот там больше 150 лет назад был выкопан колодец глубиной 116 метров. Благодаря чему стало известно, что в Якутии вечная мерзлота. Что вообще в мире есть вечная мерзлота. И, да, и это было в научных трудах. И, в общем-то, для всех был шок. То есть для мировой общественности был шок, что, оказывается, есть такое понятие, как вечная мерзлота. И вот эта шахта Шульгина 116 метров. Так сложно представить, но если я людям говорю, подойдите к 12-этажному дому, посмотрите наверх, умножьте на 3, а теперь это все вниз, вручную. Вручную копал. Да, ну он не сам копал, конечно, его люди, но он был заказчиком. То есть это объект, который тоже, опять же, он федерального значения, и который, ну, надо просто привести в соответствие. Мы там несколько раз уже, так сказать, делали очистку вот этой пробки, так называемой, то есть скапливается вода на поверхности шахты, и она образует такую пробку ледяную, потому что там всегда минусовая температура. И вот чтобы спуститься вниз, там много лет, по-моему, 15 назад мы первый спуск делали с институтом Байкальским, но тогда была серьезная подготовка, были спасатели, и, в общем-то, они опустились до самого низа на 100 метров, но с кислородными баллонами. Сейчас мы этого позволить себе не можем, потому что, ну, вот, спасатели говорят, нельзя. И мы можем опускаться только до отметки там, минус 30 метров. И вот в этом году мы опять делали спуск. Мы просто потом опускали камеры с прожекторами, то есть мы сняли весь ствол шахты, и, в общем-то, тоже уникальные кадры, которые всем интересны. Но люди хотят все это видеть воочию, опуститься вниз и так далее. То есть вот эту шахту Шульгина, конечно, надо привести в соответствие так, чтобы она была, ну, достойна, так сказать, как объект туризма. А сейчас туда доступ туристам? Нет, мы только показываем его снаружи, вот этот домик, вот схема, как это располагается, потому что, ну, реально это, там даже нет электричества, то есть вот до того, что вот, даже чтобы мы там ведем какие-то работы, мы привозим генератор и так далее, ну, это очень неудобно, и, ну, и вокруг этой шахты, в общем-то, это, кстати, неприглядный вид, вот это сгоревшее здание мужской прогимназии, которое стоит уже больше 10 лет, тоже, и об этом тоже мы много говорим. Дальше рядом полуразрушенное здание реального училища каменное, тоже уникальный объект. И, ну, вот, ну, ведем работу к тому, чтобы как-то из этого всего сделать все в соответствии с, как сказать, с нормальной эксплуатацией, чтобы было доступно для людей и для туристов. По закону Российской Федерации с этими памятниками, ну, вот, как сказать, что попало, делать нельзя. То есть вот сейчас как раз ведутся работы по привлечению экспертов, и они должны сделать заключение, возможно восстановить объекты на этом месте или нельзя. Ну, в общем, вот как раз мы, ну, у нас есть свои предложения по этим объектам. А в принципе в городе есть вот Залог. Кстати, многие жители не знают, почему он называется Залог. Почему он называется Залог? Я не знаю, честно. Расскажите нам, пожалуйста. Ну, вот это озеро, так называемое, ну, где-то на картах старых написано как Сайсарский лог, потом просто стал лог. Из тех, кто живет за логом, получился Залог. То есть какая-то такая игра слов, но вот тем не менее Залог и Залог у нас есть. И вот люди, приезжающие, когда у нас еще ходили автобусы, аэропорт Залог, они говорят, а что за залог у вас там есть? То есть ударение ставишь не туда, и залог получается. Вот, мы, опять же, на протяжении, ну, последних там как минимум 30 лет говорили. Был у нас такой Олег Георгиевич Карамзин, с которым мы тоже, в общем-то, много работали, в том числе и по Залогу. И
Ну, то есть большая группа людей, это уже смена поколений произошла, и вот буквально несколько лет назад все-таки, когда Александр Сергеевич был мэром, приняли решение, что все-таки охранная зона вот этого вот старого залга должна сохраниться в том виде, как он есть. Есть очень хороший проект, то есть каждый дом сохраняется, как он есть обмерные чертежи и так далее. Ну да, там меняются какие-то балки сгнившие, то есть это, чаще всего это первые 2-3 венца, но каждый дом должен остаться на своем месте, и каждый дом должен эксплуатироваться, ну, в каком-то виде. Переписано сейчас порядка 30 домов. Но мы туда еще хотим перенести те дома, которые находятся вне этой зоны. Например, тот же дом последнего главы города Якутска, да, он сейчас на территории областной больницы. И вот мэрия приняла решение, что именно вот этот дом обязательно туда перенесем. И, ну вот, конечно, есть такие умирающие дома там и в Кильдямцах, и в Табаге, то есть вот вся эта долина Тымада, это, в общем-то, все прерогатива нашего городского отделения ВАПИК. Возможно, увидев нашу передачу, некоторые захотят помочь этому важному движению. Куда им обратиться? Городское отделение ВАПИК. К сожалению, мы такие вот, ну, не то, чтобы перекати поле. У нас, пока нет никаких там официальных кабинетов, тогда, наверное, их никогда и не будет. Но вот надвратная башня Якутского острога, которая на улице Кирова, это вот наша, так сказать, наша конфетка, что ли, или что-то. То есть мы там бываем часто, и вот День города, опять же, большое, так сказать, открытие новой экспозиции будет. Ну, то есть там выставлено то, что люди реально не видели. Там, например, карта города Якутска, там 39-го года план, или вот самый последний план 85-го года, где транспортная схема нарисована, где должны быть троллейбусы, железнодорожный вокзал. Это все было придумано, это красиво все нарисовано на карте. Ну, к сожалению, вот так. Поэтому всех, кто хочет, а мы ищем этих наших, вот тех людей, и молодежь, не важно какого возраста, не важно какой вы национальности и вероисповедания, приходите в башню Якутского острога, и мы с удовольствием будем с вами разговаривать, вы будете нам помогать, потому что это, ну, неоценимый вклад на самом деле в историю города и развитие нашего, истории города, сохранение истории города, как хотите это называйте. Ну, нет смысла, наверное, свой телефон говорить, а вот если приедете на башню, то, пожалуйста, мы в любое время там или ставите записку там, да, или как-то, мы всегда найдемся и обязательно с вами встретимся и будем дружить. И дальше продолжать наше благое действие. Вас ждут в надвратной башне Якутского острога. Это была передача «История в настоящем».